Представьте, что за окном плюс 40, а воды у вас каждая капля на счету. К тому же она с арыка, протекающего мимо мусорных отвалов, из которого еще пьет скот. Эта картина кажется фантастической, но уже 30 лет так живут люди в районе неподалеку от крупного кыргызского города Ош. Хотя и сами города не избалованы элементарными благами человечества. В Бишкеке и Оше до сих пор не решены проблемы с газообеспечением и электричеством. Видимо, это и успокаивает души чиновников, раз уж они только и делают, что обещают провести воду, собирают на это деньги, но воды так и нет. Уже 35 лет каждое утро Зарпаткан начинается одинаково. Она идет за водой к единственному источнику в селе. По утрам вода из сточного канала еще не такая грязная. Такую воду можно даже пить, утверждает она. Днем набираю воду для стирки и для домашних дел. Как видите, здесь вода для всех одна. И для нас, и для скота. Вода очень соленая. Даже мыло от нее тает. А волосы жестче становятся. Если посмотреть на мусорные завалы у истоков, конечно, такую воду нельзя пить. Ну что нам делать? Приходится пить и такую воду. В селе Тейке около сотни жилых домов. Это один из населенных пунктов Депалакского района, который не снабжен питьевой водой. И мало кто поверит, что село находится всего в 10 минутах езды от города Ош. Знаете, вот это село существует уже более чем 30 лет, но на этот вопрос никогда не обращали внимания. Знаете, в этом году вот это 2 проекта будут работать. При реализации этого проекта полностью здесь, в этом районе, который я указывал, проживает 30 тысяч населения. Они будут полностью максимально обеспечены питьевой водой. Проложится водопровод, будут построены резервуары и строится 3-я линия, которая, значит, резко увеличивает дебют питьевой воды по всему городу. Несмотря на позитивные прогнозы чиновников, жители села Тейке настроены скептически. У них уже неоднократно собирали деньги для починки водопровода. Однако, как в басне Крылова, ВОЗ и ныне там. У нас бывает вода, когда мы избираем депутатов. Вот недавно выбирали мэра. Тоже 2 дня текла вода, а потом снова прекратилась. Проблема с питьевой водой у южной столицы Кыргызстана регулярно возникает из-за недостатка запаса питьевой воды. Большая часть города обеспечивается водой из Акбуры, единственной реки, проходящей через Ош. В последние годы численность населения резко выросла, а водные ресурсы остались прежними. Еще одна проблема города – очистка речной воды. Ош – единственный город в Центральной Азии, оснащенный водными воротами. Трубы, построенного в советское время сооружения, не способны очистить речную воду во времена дождей и ливней. После дождей весь город остается без питьевой воды на несколько дней. Пока чиновники планируют, как распределять воду, местные жители пытаются решить проблемы доставки воды любыми методами. В этой новостройке за 10 лет численность населения выросла до 2000 человек, а воды по-прежнему ни у кого нет. Проблема воды очень острая. Практически каждый день ездим в город набирать воду со всеми ведрами на такси. Привозим почти каждый день. Сама знаешь, как много воды нужно для домашних дел. Пока водопровод в селе, как для жителей Тейке, так и для жителей квартала 218, остается мечтой. И жители обходятся тем, что есть. Вот убирая грязь, и вода становится прозрачной. Ее можно уже использовать. У Зарпаткан в семье 7 человек. Воду семья научилась добывать и экономить различными способами. Когда дождь идет, мы набираем воду здесь, стираем этой водой. Каждую каплю бережем. Сейчас Зарпаткан 67 лет, из которых 30 она прожила в селе Тейке. Зарпаткан и не помнит, чтобы у сельчан была питьевая вода. Но мечта, что у ее внуков будет чистая вода, еще жива.